إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته дорогие братья, сестры, уважаемые слушатели, мы продолжаем с вами разговор о сурах 30 части Корана. В прошлый раз мы говорили о суре Аль-Кадар, и сегодня наша встреча посвящается суре Аль-Аляк. Для начала послушаем, как она звучит. Аллах Всевышний сказал: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. В последнем аяте, 19-м аяте этой суры, Аллах говорит: «Васджуд, делай земной поклон Господу Аллаху, вактариб, и приближайся к Нему». В Коране встречается около 14-15 аятов, где Аллах Тааля в некоторых аятах в повелительной форме, как вот здесь мы услышали, «Васджуд», соверши земной поклон, говорит. В некоторых аятах в повествовательной форме говорит, что необходимо делать земной поклон. Вот, исходя из этого, мы с вами сейчас его сделаем. У кого есть возможность, лучше сделать это сразу. У кого нет возможности, сделает потом. الله أكبر سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر. Земной поклон является необходимым, по мнению части ученых, то есть ваджибом. Другие же считают, что это сунна. Если сделаешь хорошо, не сделаешь ничего страшного. И есть хадис, в котором пророк, алейхиссалям, сообщает о том, что когда человек делает, услышав приказ Аллаха «Васджуд»,
совершать земной поклон. Делает земной поклон, шайтан уходит в сторону и плачет, и говорит, что Аллах приказал мне сделать поклон, я его ослушался, мне за это ад, и человек, сын Адама, услышал приказ о том, что нужно делать поклон, и ему за это рай. Дай Аллах всегда и во всем нам быть покорным Богу. Итак, что содержит в себе эта сура? Эту суру условно можно разделить на две части. В общей сложности она состоит из 19 аятов. И первые 5 из них это аяты, затрагивающие вопрос начала откровения пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И вторая часть суры начинается с 6 аята по 19. Здесь Аллах описывает то, как Абу Джахль пытался остановить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, от совершения им намаза, молитвы у Каабы. В этой части суры Всевышний Аллах Субхану Тааля приводит критерии, доводы справедливости и судит между Мухаммадом, алейхиссаляту вассалям, и Абу Джахлем. Но, конечно же, в этой суре, как и во многих других сурах, не упоминаются конкретные имена. Имя Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, или имя Абу Джахля здесь не упоминается, а дается такой общий шаблон, чтобы под него мы могли подставлять других лиц, которые окажутся в подобной ситуации. Ибо Коран Карим – это книга, которую Аллах ниспослал всему человечеству, не только Мухаммаду или не только арабам, мир и благословение Всевышнего его посланнику. Это книга вселенская, для миров ниспосланная, для миров людей, миров джиннов, миров ангелов и других миров, которые мы знаем, не знаем. Аллах об этом часто в Коране говорит. «Ин хуа илля дикрун лил аламин». Коран является ничем иным, как поминанием для миров. И поэтому часто мы видим в Коране, что здесь редко очень упоминаются конкретные личности или конкретные имена. Чаще даются общие шаблоны, общие формулы, под которые мы можем подставлять те или иные жизненные ситуации и делать для себя соответствующие выводы. Какие прекрасные имена есть у этой суры? Ну, насколько нам известно, это 3 имени. Первое имя – это то, о чем мы уже сказали, сура Аляк. Аляк переводится как сгустки. Аляк на самом деле это множественное число от слова аляка. Аляка переводится как нечто прицепившееся, или также аляка переводит как сгусток крови, или алька, или аляка, это также переводится как пиявка. Почему сура названа этим именем? Потому что, значит, во 2 аяте Аллах Та'аля говорит, что Он создал человека из такой вот цепляющейся субстанции. Второе название суры – это Икра. Почему она так названа? Потому что с этого слова начинается сама сура. Икра – это значит «читай». И слово «икра» упоминается в этой суре 2 раза, а в целом в Коране упоминается 3 раза. И третье название суры – это «калям». «Калям» – это значит переводится как «письменная трость» или «нечто заостренное». От глагола «каляма якляму» – «заострять». Сура названа этим именем, так как Аллах Субхану Тааля упомянул это слово в 4 аяте, где говорит «Аллама аллади аллама бил калям». Аллах Он тот, который научил посредством письменной трости. Так или иначе, все эти 3 имени говорят о особенном положении этой суры, об особенных
знаниях, которые передает Аллах нам через эту суру. Здесь упоминается слово аляк, то, из чего создан человек. Упоминается слово калям, то, посредством чего Аллах Та'аля учит. И упомянуто слово икра, то есть процесс чтения, процесс изучения. Ученым задавали вопрос, и мы его тоже вам зададим, что первое было ниспослано пророку из Корана. Почему этот вопрос важен? Потому что все, что является первым, оно бывает ценным, бывает важным. И первое – это фундамент, это основа, на котором строится все остальное. И не случайно пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Иннамаль а'малю бинният» – дела определяются по намерениям. То есть самое первое – это в человеке, прежде чем он что-то делает, это его намерение, это его планы, это его стремления. И то, что является первым, если будет чистым, хорошим, праведным, остальное, иншаллах, тоже будет хорошим. Итак, что первое из Корана было ниспослано пророку? Саллаллаху алейхи вассалям. Первое, что им было ниспослано пророку, саллаллаху алейхи из Корана, это 5 аятов суры Аляк. Об этом сообщают многие сподвижники пророка, алейхиссаляту вассалям, такие как Аиша, Абдулла ибн Аббас, Абу Муса аль-Ашари и многие другие, пусть Аллах будет доволен всеми ими. Например, в качестве доказательства, конечно, мы можем вспомнить хадис, который приводит имам Аль-Бухари от нашей мамы, от матери правоверных, от Аиши, радаллаху анха. Она передала следующее. Ниспослание откровения посланнику Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, началось с благого видения во сне. И никаких иных видений, кроме приходящих подобной утренней заре, он никогда не видел. Алейхиссаляту вассалям жил обычной жизнью, был обычным мальчиком, обычным юношей, и уже ближе к 40 годам, когда он уже стал взрослым мужчиной, ему стали во сне сниться прекрасные, хорошие сны, как яркая утренняя заря. И через некоторое время ему была внушена любовь к уединению, и он стал уединяться в пещере Хира. Может, он уединялся в каких-то других пещерах, но именно эта пещера упоминается в данном хадисе. Он оставлял свой город, уходил за его пределы, уединялся в пещере и занимался делами благочестия, что выражалось в поклонении Аллаху в течение многих ночей, пока у него не возникало желания вернуться к семье. Он запасался припасами на несколько дней и возвращался снова к Хадиджи, брал то, что ему нужно, и снова уединялся. Пророк, алейхиссаляту вассалям, вырос в обществе язычников, и он не понимал, как можно поклоняться идолам, созданным собственноручно, то есть людьми, созданными идолам, созданным людьми, их собственными руками, как можно поклоняться камням, как можно поклоняться дереву, как можно поклоняться финиковой пасте. То есть иногда доходило до абсурда, что люди делали идолов из финиковой пасты, как бы из пластилина, из фиников, и поклонялись этим божествам, этим идолам. И были случаи, что иногда они даже брали их с собой в путешествие, и когда прекращалась еда, когда прекращалась провизия, они съедали этих своих идолов. То есть до такого абсурда доходили люди, и царила великая несправедливость. Богатые жили в богатстве,
бедные утопали в бедноте, было много тирании, было много несправедливости. И все это будоражило ум Мухаммада, саллиллаху алейхи. Он задавал себе вопросы, почему так происходит, искал ответы, отрывался от этого общества на какое-то время, уходил вот в горы, в пещеры и там искал ответ, думал, как помочь этому обществу, в котором он живет, как вывести его из этой кромешной тьмы, из этой несправедливости. И вот однажды, когда он так уединялся в пещере, а это было в месяц Рамадан, ибо Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом в суре Бакара, «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, шахру Рамадан алладзи унзиля фихи аль-Кур'ану худан линнас, ва баййинатин миналь худа валь фуркан». Сура Бакара, 183 аят. Месяц Рамадан – это такой месяц, в котором был ниспослан Коран, являющийся верным руководством для людей, разъяснением, доказательством верного пути и доказательством, разъяснением того, как отличить истину от лжи. И вот когда он находился в таком уединении, к нему явился ангел и сказал: «Икра, читай». На что Мухаммад, саллиллаху ответил: «Ма ана биль-кари, я не являюсь чтецом, я не умею читать». Действительно, пророк, алейхиссаляту вассалям, не умел читать по той простой причине, что он родился, во-первых, в обществе невежд. То есть подавляющее большинство жителей Мекки, они не умели читать, писать, не обладали науками. В принципе, у них такой и нужды не было, потому что они жили вдали от цивилизации, от больших каких-то городов, от больших, богатых научных стран, и занимались скотоводством, занимались торговлей, занимались небольшим земледелием. Им, в принципе, не было нужды в том, чтобы заниматься науками. Само общество, в которое пришел Мухаммад, саллиллаху было неграмотным. И к тому же он родился сиротой, его отец был купцом, и в торговых делах он умер еще до рождения сына. Когда исполнилось Мухаммаду, саллиллаху 6 лет, мама решила с ним, с сыном, навестить могилу отца и поехала в сторону города Яфриба. Но по воле судьбы так случилось, что маму одолела болезнь, и она умерла по дороге. Воспитанием мальчика с 6 до 8 лет занимался его дедушка Абдуль-Мутталиб, а потом с 8 лет до 25 лет занимался его дядя Абу Талиб, который и так был многодетным и не мог позволить дать образование своему племяннику. Тем более, если учитывать, что в то время письменные средства не были такими, каким мы сейчас привыкли, в виде планшетов, компьютеров, бумаги, шариковых ручек, гелевых ручек и тому подобное. Писали на коже животных. И ту тетрадь, которую мы сейчас покупаем, например, за 10-15 рублей, нужно было потратить, я думаю, 50 тысяч рублей, потому что писали на выделенной коже. А чтобы вырастить там корову или теленка, чтобы выделать потом из нее кожу, это стоило баснословных денег. Вот, и поэтому Расулуллах, алейхиссаляту вассалям, он был обычным мальчиком, занимавшимся пастушьим делом. Он пас овец для жителей Мекки. Ну и потом, чуть позже, в молодости, он начал заниматься торговлей. И поэтому у него не было образования, и он ответил естественным образом: «Ма ана биль-кари, я не являюсь чтецом, я не могу читать». Тогда ангел взял меня и сжал так, что я напрягся до предела, а затем он отпустил меня и снова велел: «Читай». И я опять ответил: «Ма ана биль-кари, я не чтец, я не могу читать». И он во второй раз сжал меня так, что опять я напрягся до предела,
А затем он отпустил меня и снова сказал: «Читай». «Читай во имя Господа твоего, который сотворил человека из цепляющейся субстанции. Читай, а Господь твой наищедрейший». И таким образом Расулуллах, алейхиссаляту вассалям, получил первое откровение от Всевышнего через архангела Джабраиля, алейхиссалям. Конечно, нечто подобное представить нам сложно, невозможно. Ну, попытайтесь себе представить, что вы вышли куда-то за пределы вашего города, за пределы вашего поселения, ушли в горы или в лес, э, ну, для того, чтобы, может быть, отдохнуть от городской суеты. И вот, находясь где-то в палатке, в одиночестве, когда никого рядом нет, вдруг кто-то к вам приходит и говорит: «Делай то-то, то-то, делай то-то, то-то». Конечно, данное и делай то, что ты не можешь в основе своей делать, не умеешь, не знаешь. Конечно, это был бы шоком для вас. И пророк, алейхиссалям, он тоже был человеком, обладающим теми же свойствами, которые свойственны и вам. И его охватил трепет, его охватил страх, и он бросил это место и побежал к себе домой. Войдя в дом, его встретила Хадиджа, супруга, мать наша Хадиджа ибн Хувайлид. И он сказал: «Замилюни, замилюни, укройте меня, укройте меня». И альхамдулилля, что Хадиджа, наша мать, была очень мудрой женщиной. Она не стала допытываться, что с тобой, откуда пришел, почему ты дрожишь. Она просто послушалась мужа, укрыла его. И когда он выспался, отдохнул, и это состояние, шоковое состояние покинуло его, он рассказал ей то, что с ним произошло. Он сказал: «Я испугался за себя, может, меня одолел какая-то...» Ну, в общем, в хадисе не описывается, что он именно сказал, но, скорее всего, пророк, алейхиссалям, испугался, что его одолел какое-то видение, какие-то джинны или непонятные для него вещи. Когда он сказал это, Хадиджа радхiyаллаху анха стала успокаивать его, говорит: «Нет, нет, клянусь Аллахом, Аллах не покроет тебя позором, не позволит, чтобы тебя кто-то унизил. Ведь ты поддерживаешь родственные связи, помогаешь нести бремя слабым, отдаляешь, уделяешь необходимым неимущих, оказываешь людям гостеприимство, помогаешь им переносить невзгоды судьбы». И после этого Хадиджа предложила вместе с пророком, алейхиссаляту вассалям, сходить к ее двоюродному брату Варака по имени Варака ибн Науфаль, ибн Асад, ибн Абдуль-Узза, который в эпоху джахилии принял ислам, принял христианство и пользовался для своих записей письменностью иудеев. И он выписывал из Евангелия то, что Аллах ему позволил писать. И к этому времени он уже был преклонным стариком, слепым старцем. В общем, Хадиджа понимала, что она не может дать ответ на его вопросы. И сам Мухаммад, алейхиссалям, тоже не мог найти ответ на этот вопрос, что с ним происходит. И поэтому она повела его к образованному человеку, имевшему место быть в то время в Мекке. Это был ее двоюродный брат, который, значит, как мы только что услышали из предания Айши, радхiyаллаху, который умел читать, писать. И он спросил, она, подойдя к нему, к Варака ибн Нафль, сказала: «О, сын моего дяди, выслушай своего племянника». Ну, у арабов была такая традиция обращаться друг к другу как к родственникам. Пророк хоть и не был его прямым родственником, но
он называл Ибн Ахи, сын моего брата. О племянник, что ты видишь? И посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, рассказал ему то, с чем он столкнулся. Тогда Варака сказал: «Хада намус аллади джаа иля Муса». Это хранитель тайны. Это ангел, который приходил к Мусе. О, если бы я был молод, то в те дни, когда народ твой станет изгонять тебя, я бы тебе обязательно помог. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, удивился и спросил, как это они могут изгнать меня. Пророк удивился по той простой причине, что он был очень авторитетным в обществе, в котором он жил. Его даже называли не просто Мухаммад, а Мухаммад аль-Амин, то есть Мухаммад, достойный доверия, почтенный Мухаммад. И известно, что когда пророку, алейхиссалям, было около 30 лет, Кааба обветшала, и арабы решили ее перестроить. Они ее после завершения постройки, возник среди вот этих жителей Мекки, которые были разделены на кланы, тейпы, возник вопрос, спорный вопрос, серьезный вопрос о том, кто удостоится чести установить черный камень в его угол. И дошло до того, что они готовы были драться на мечах, чтобы доказать, что именно их клан, именно этот тейп более достоин нести эту честь. И тогда один из мудрецов сказал: давайте не будем проливать кровь, а дождемся того, кто первый зайдет на территорию Каабы, на территорию этой заповедной местности, и мы положимся на его решение, каковым бы оно ни было. И действительно, вожди племен согласились с этим, они боялись кровопролития, потому что у арабов была распространена кровная месть, и эта война могла длиться десятками, а то и сотнями лет. И они ждали, кто же первый зайдет на территорию заповедного храма, и по воле судьбы, по милости Аллаха, зашел Мухаммад, алейхиссалям. Увидев его, они все обрадовались, потому что он был действительно очень уважаемым, очень авторитетным человеком, и сказали ему: «О Мухаммад аль-Амин, рассуди нас, кто имеет больше прав поставить черный камень в этот угол, где он обычно стоял». И тогда Мухаммад, алейхиссалям, принял мудрое решение. Он предложил расстелить кожаный плащ, на него поставить камень, и чтобы за края плаща схватились представители, самые такие уважаемые, самые почтенные представители каждого племени, схватились за этот плащ и поднесли черный камень непосредственно к Каабе. И уже он сам, Мухаммад, алейхиссалям, взял его и водрузил в то место, где он должен был стоять. Вот таким образом, эта история говорит о том, что Расулуллах, алейхиссалям, был очень почтенным, уважаемым еще до ниспослания ему откровений, до принятия им пророческой миссии. И поэтому, когда Варака ему сказал, что твой народ выгонит тебя из родного города, я готов тебе помогать, если бы я только был молодым. Мухаммад этому удивился, саллиллаху алейхиссалям, и Варака ответил: да, они тебя погонят, ибо когда бы не пришел с тем, с чем придешь ты, с ним обязательно враждовали. Но если я доживу до этого дня, то буду помогать тебе, как только смогу. И Айша радхаланха сказала, передатчица данного хадиса сказала, что Варака после этого долго не жил, он вскоре умер, а откровения прекратились, временно прекратились. Это временное прекращение, сколько оно длилось, точно мы не знаем, есть разные предания. Есть предания о том, что это было даже несколько месяцев. Но так или иначе, вот с этих 5 аятов начались божественные откровения.
и они продолжались в течение 23 лет, вплоть до последних дней жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. О чем же Аллах говорит своему посланнику и каждому из нас в этих аятах? Бисмилляхи рахмани рахим. Как и все другие суры, эта сура начинается с имени Аллаха, Всемилостивого и Милующего. Бисмилляхи рахмани рахим. Начинаю повествование или начинаю чтение суры с имени Аллаха, милость которого всеохватывающая, и Он милующий. Икра. Бисми раббика лади халак. Первый аят. Читай с имени Господа твоего, который создал. Значит, первый приказ Аллаха Субхану Тааля в адрес Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, и каждого из нас – это умение читать, это требование читать. И, конечно, в современном обществе уже практически невозможно представить себе человека, который не умеет читать. Альхамдулилля, всеобщее образование сдвинуло айсберг, хотя вот еще в царские времена только элита умели читать, писать. Сегодня уже каждый гражданин имеет право на образование. И здесь Аллах Субхану Тааля говорит: читай, но читай необычным образом, читай с имени Господа твоего, который создал. Почему здесь упоминается имя Господа? У Аллаха есть много других имен, кроме Раб. Раб – это имя Аллаха, переводится как Господь, как хозяин, как заботящийся. Об этом имени мы уже говорили, когда изучали суру Аль-Фатиха. В одном из первых аятов Аллах говорит: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, альхамдулиллахи раббил аламин». Хвала Аллаху, Господу миров. У Аллаха, однако, есть и другие имена, такие как Джаббар, Кахар, могучий, сильный, Зунтикам, наказывающий грешников. Есть у него имя, например, Сами, Басир, всеслышащий, всевидящий. Очень много у Аллаха имен и атрибутов, и Аллах не случайно в этом аяте и в суре Фатиха тоже во втором аяте упоминает свое имя Рабб. Рабб – это от глагола «рабба юрабби» тарбиятан, значит заботиться, быть хозяином, быть ответственным, воспитывать. Тарбия тоже является однокоренным словом от слова «раб». Раб. «И читай с имени Господа твоего, с имени хозяина твоего, заботящимся о тебе, поддерживающим, помогающим тебя». Аллади халак, он тот, который создал. Что создал в этом аяте не упоминается, но из контекста понимается, что Аллах создал все без исключения. Все, что вокруг нас есть, все, что мы можем себе представить, увидеть, почувствовать. И есть еще другие параллельные миры, есть те вещи, которые не поддаются нашим органам чувств и не воспринимаются нашим сознанием. Есть ангелы, есть электроны, есть протоны, есть рай, есть ад, есть много-много, всего не перечесть. И все это, безусловно, создал Аллах Та'аля. Он халик, Он создатель. Икра бисми раббика аллади халак, читай с именем Господа твоего, который создал. Услышав этот аят, возникает вопрос, например, допустим, если вам кто-то скажет: читай с имени Господа, который Он создал, или просто скажет «читай», у вас возник бы естественный вопрос: а что читать? А что читать? Конечно, в руках пророка, алейхиссаляту вассалям, не было какой-то литературы, и в руках Джабраиля, алейхиссалям, мы тоже не слышим, не видим из преданий о том, что была какая-то литература.
И отсюда понимается, что следует читать то, что внушается тебе, о Мухаммад, а также следует читать творение Аллаха. Творение Аллаха. У Аллаха есть два вида аятов, два вида, ну скажем так, информации, два вида знамений. Это аяты, те, что мы читаем в Коране, то есть реальные такие буквы, предложения, слоги, смыслы и жизненные события, с которыми мы ежедневно сталкиваемся, творение небес и земли, смена дня и ночи, рождение, смерть человека, возрождение мертвой земли после ее спячки зимней или после отсутствия дождей. Аллах называет аятами. «Вальфульки ляти таджри фил бахри бима анфа'ан нас». И также Аллах Тааля движение транспортных средств на море, на суше называет аятами. Поэтому из этого аята и многих других аятов мы понимаем, что нам нужно читать не только литературу, не только то, что зафиксировано в виде букв и предложений и слогов, но и нужно уметь читать окружающий мир, окружающие события, окружающие явления. Это тоже своего рода письмена, своего рода книги, своего рода мудрости, через которые Аллах нам говорит о себе. «Икра бисми раббика лади халак», читай с имени Господа, которого, сочетай с имени Господа твоего, который создал. Точка. Первый аят закончился. Второй аят. Халакал инсана мин алак. Создал человека из цепляющейся субстанции. Почему здесь человек упоминается вслед за всем остальным? Потому что человек — это особое творение Аллаха Субхану Тааля. Аллах сам говорит об этом в суре Исра. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلق. Аллах Тааля почтил детей Адамовых и дал им возможности жить, развиваться как на суше, так и на море, и превознес их над многими из своих творений. Также в другой суре Аллах Тааля говорит, аузу билляхи минаш шайтанир раджим, в суре Тин, если я не ошибаюсь, да, в суре Тин, в 4 аяте Всевышний говорит, бисмиллахир рахманир рахим, «Валакад халакнал инсана фи ахсани таквим». Мы создали человека в наилучшем облике, в наилучшем выравнивании. Вот. И есть такое предание от Хазрати Али ибн Аби Талиб, зять пророка, саллиллаху алейхи, его двоюродный брат, сказал: «Ля тахсабаннака джирман сагиран, фафика интаваль аляму». О человек, не думай о себе, что ты всего маленькое тельце. На самом деле в тебе содержится вся вселенная. Вот. Исходя из этого предания, относящегося к Хазрати Али, и исходя из убеждений некоторых ученых, мы верим, что человек — это есть, ну, как бы маленькая модель всей Вселенной. В нем отражается все, что есть в этом мире, И Аллах Субхану Тааля напоминает об этом человеку, о великом благе своем к нему, и говорит, что он халакал инсана, что Аллах создал человека мин алак, из аляка. Что такое аляк? Об этом мы уже вкратце упомянули, когда говорили о названии суры. Аляк — это множественное число или ломанная форма множественного числа от слова аляка. Аляка — это нечто зацепившееся. Обычно это переводят как сгусток крови, но на самом деле
более правильный перевод — это значит нечто зацепившееся. Это может быть и кровь, и не кровь. И пиявка в арабском языке тоже звучит как аляка. Почему в данном аяте использовано множественное число? Потому что, когда Аллах говорит «халякаль инсана» — «создал человека», имеется в виду, это собирательное слово, «создал людей». То есть не один человек, а все люди, за исключением Адама, алейхиссалям, которого Аллах создал из глины, созданы э, из эмбриона. То есть первый человек был создан из земляной материи, и затем Аллах вдул в него дух, а затем род Адамовый, человека, род продолжился из одной ничтожной капли воды, смешанной, состоящей из мужского начала и женского начала. Халакаль инсана мин аляк. Аллах создал человека вот из такой субстанции. И изначально он, чтобы развивался, чтобы выжил, чтобы стал полноценным человеком, ему обязательно нужно зацепиться. За что зацепиться? Ну, современная наука, эмбриология говорит, что человеку нужно зацепиться за стенку матки. Если это не произойдет, и эмбрион каким-то образом не зацепится за стенку матки, он обязательно выведется посредством крови. И поэтому человек должен знать свою природу, должен понимать, кто он, что он, каким он был изначально, и ни в коем случае не высокомерничать, не кичиться. Ни в коем случае не нужно повторять историю фараона, который тоже был, как и мы с вами, создан из одной ничтожной капли воды, но возомнил себя Господом Богом и заявил об этом во всеуслышание, сказав: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ва ана раббукумуль а'ля». Я ваш высочайший Господь. Поклоняйтесь мне, не поклоняйтесь тому, к чему вас призывает Муса, Моисей, алейхиссалям. Человек должен быть помнить, кем он был, и это помогает ему не высокомерничать. И также, зная свою природу о том, что человеку свойственно за что-то зацепиться, чтобы развиваться по жизни не только в стенке матки, не только в чреве у матери, но и по жизни, пока мы живем, обязательно мы за что-то цепляемся, и так только можем развиваться. В детстве мы цепляемся за наших родителей, крепко держимся за них. Они нас растят, поддерживают, помогают. И в прямом смысле цепляемся мы за них, и в переносном смысле цепляемся за них. Дети обычно держатся за пальчик своего родителя или за руку своего родителя. Ну и в дальнейшем мы начинаем искать себе по жизни авторитетов, друзей, учителей, воспитателей, за которых мы цепляемся и берем с них пример. Развиваемся в соответствии с тем, чему они нас учат, в соответствии с тем, какие примеры они нам подают. И очень важно найти для себя достойных примеров, достойных друзей, достойных учителей, достойных воспитателей. Об этом пророк, алейхиссалям, не раз напоминал, говорил нам в своих хадисах. Например, он говорит: «Аль-мар'у аля дини халили, фальянзур ахадукум ман юхалилю». Человек находится в религии, в убеждении тех, с кем близко дружит, тем, с кем близко общается, тем, с кем находится в тесной связи, в зацепке. Фальянзур ахадукум, и пусть каждый из вас внимательно смотрит, внимательно наблюдает, ман юхалилю, с кем он имеет близкие, теплые отношения. Халакаль инсана мин аляк. Аллах создал человека, или не только человека, людей. Аллах создал людей из цепляющейся субстанции. В третьем аяте Аллах говорит: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, икра ва раббукаль акрам». Читай,
ведь Господь твой наищедрейший. Тут возникает вопрос, почему Аллах Тааля вновь и вновь повторяет этот глагол «читай, читай, читай». Есть разные объяснения, разные интерпретации этому повторению. Во-первых, нужно понять важный момент, что Аллах Тааля запретил нам исраф, то есть чрезмерное использование средств. Например, Расулуллах, алейхиссалям, говорит, что если даже вы берете омовение у берега реки или у берега моря, не чрезмерствуйте в воде. И Аллах Субхану ва Тааля сам в Коране во многих местах побуждает нас быть экономичными. И, например, в суре, по-моему, в той же суре Исра, говорит: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ва ла тубадзир табдзира, инналь мубадзирина кану ихвана шаятини, ва кана шайтану лираббихи кафура». Не занимайся расточительством, воистине расточители – это братья шайтана, а шайтан очень неблагодарный своему Господу. Вот поэтому возникает вопрос, почему же Аллах Тааля говорит «икра, икра, икра», читай, читай, читай. Здесь же получается как бы расточительство средств. Одно и то же повторяется, один и тот же приказ повторяется. И ученые это объясняют так. Во-первых, повторение – это мать учения. Аллах Тааля повторяет слово «икра», «икра», читай, читай, для того, чтобы это закрепилось в нашем сознании. И пророк, алейхиссаляту вассалям, этот прием часто использовал в своих проповедях. Одну речь он мог повторить 3 раза, чтобы люди его хорошо услышали, чтобы люди его хорошо поняли. Не всегда человек с первого раза понимает то, что ему сказали. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля здесь повторяет глагол «икра», «икра», чтобы усилить его в нашем сознании, чтобы мы его приняли всем сердцем, всем своим сознанием. Одно объяснение такое. Второе объяснение говорит о том, что то, что ты получил, то есть информацию, которую ты получил от Джабраиля, донеси ее другим, прочитай ее другим, не оставляй ее у себя. И действительно, пророк, алейхиссаляту вассалям, то, что Аллах ему внушил, передавал последующим поколениям, ничего не скрывая, ничего не добавляя, ничего не убавляя, как есть, так и передавал своим ближним друзьям, товарищам, родственникам, писарям, своим секретарям, и они это фиксировали. И так поколение за поколением дошло до нас. «Икра» – читай. «Вараббукаль акрам» – и знай, что твой Господь наищедрейший. Есть у Аллаха имя Карим. Карим – это переводится как «самый лучший», «самый прекрасный» и переводится также как «щедрый». Аллах Тааля очень щедр к своим рабам. Сколько бы мы ни грешили, сколько бы мы ни нарушали Его законы, сколько бы мы ни переходили установленные им границы, несмотря на все это, Аллах Субхану ва Тааля проявляет к нам щедрость, удостаивает благами, дает все, что нам необходимо. Но, если мы еще будем и читать, если мы будем анализировать события, происходящие вокруг нас, делать выводы о том, что произошло, то Аллах будет вдвойне, даже не вдвойне, а акрам – это превосходная степень. Карим – это щедрый, добрый, наилучший, а акрам – это наиболее щедрый, наиболее лучший, наиболее превосходный. То есть отсюда понимается, что если человек будет образованным, если он будет читать, если он будет обучать, если он будет передавать знания другим, то Аллах Тааля намного щедрее будет к нему по сравнению с теми людьми, которые остались в невежестве, которые ничего не читают, ни о чем не думают, живут себе, как белка в колесе, работа, дом, интернет, телевизор, и вот ничего нового
ничего интересного, ничего полезного ни для себя, ни для других не делают. Аллах к ним тоже будет щедр, но к тем, которые учатся, обучают, помогают тем, кто занимается наукой, Аллах в разы будет щедр. Ну, это оно, люди прекрасно об этом знают, прекрасно понимают, и всегда стараются, чтобы их дети что-то читали, чем-то интересовались, что-то изучали и толкают их. Учись, сынок, учись. Не выучишься, в ПТУ пойдешь. Ну, во всяком случае, нас вот так вот, когда мы были детьми, родители таким образом толкали, подталкивали к науке, к изучению, к чтению, и мы за это им очень благодарны. Конечно, в тот момент, в момент детства мы это до конца не понимали, не осознавали. Сейчас только до нас ну, это стало более понятно, более ясно, когда мы уже накопили большой жизненный опыт и сами уже стали родителями. И также в народе говорят: учись, учись, учение свет, а не учение, чуть свет, так на работу. То есть, если ты будешь учиться, если ты будешь образованным, Аллах будет тебе даровать баракят, благодать, даст тебе хорошее пропитание, даст хороший тебе удел. А если ты будешь необразованным, то рано утром придется идти на работу и зарабатывать на хлеб насущный тем, что бери больше, кидай дальше. Вот, поэтому Аллаху Субхану Ва Тааля и в этой суре говорит «Икра, икра», и в других аятах говорит «Афаля янзурун», разве вы не смотрите, «Афаля татафакарун», разве вы не размышляете, разве вы не думаете, «Араайта аллади», например, часто Аллах говорит, разве ты не знаешь, что было так-то, так-то. Аллах побуждает нас учиться, читать, анализировать и, конечно же, в соответствии с этим жить и обучать другим. Икра ва раббукаль акрам. Читай, ибо твой Господь наищедрейший. Третий аят закончился. В четвертом аяте Аллах говорит: Аллави аллама бил калам. Он тот, который научил посредством трости. Вот у меня сейчас в руке калям, но он необычный, это стилус называется, стилус, то есть им можно писать на планшете, на компьютере, на телефоне. Вот если у вас телефон имеет такую функцию, с помощью стилуса можно вот открывать какие-то аяты, суры, приложения полезные. Вот очень хорошее приложение такое есть, tanzil.net. Здесь вот даются суры с переводом и так далее. Вот с помощью такого карандаша, современного уже, мы получаем и передаем знания. И Аллах как раз об этом говорит в данном аяте, в 4 аяте. Аллави аллама бил калям. Аллах он тот, который научил посредством трости. Ну, как вы знаете, во времена пророка, саллиллаху алейхиссалям, всего, что мы сейчас имеем, ни стилусов, ни шариковых ручек, ни гелевых ручек не было. Люди писали камышовой палочкой. Просто брали палочку от камыша, особенным образом, под особым углом заостряли ее, макали в чернила и писали на, как мы уже сказали, на выделенной коже, на пергаменте, или другим названием этой кожи пергамент, или писали на каких-то плоских ровных камешках, на каких-то плоских ровных костях, лопатках животных и так далее. Или, как это было в Древней Вавилонии, писали на глиняных дощечках,
которые потом сушили, и эти дощечки в некоторой степени сохранившиеся дошли и до нас. Слово «калям» буквально переводится «заостренный», то есть по сути своей, хоть такой калям современный, электронный, хоть тростниковый калям, он представляет из собой вот такую вот палочку, на конце которого есть заостренный конец. Вот видите, вот здесь тоже конец заостренный. Почему он заостренный? Потому что он дает такую тонкую струю, тонкую линию, и она позволяет оставлять след на каком-то носителе информации. Это может быть бумажный, может быть глиняный, может быть даже электронный в виде вот этих вот планшетов, телефонов и так далее, и так далее. И суть карандаша заключается в чем? В том, чтобы оставить след. Оставить след. И именно за счет этого следа, за счет разницы между белым и черным, или там какими-то другими контрастными цветами, мы можем различать знаки. И эти знаки несут в себе какой-то смысл, какую-то информацию. Потом знаки собираются в отдельные слоги, в отдельные слова, в отдельные предложения. И получается, что калям позволяет нам фиксировать информацию на каком-то носителе, который ее хранит, и в дальнейшем, будущие поколения или люди, которые находятся далеко от вас, между вами и ими есть расстояние, есть преграды. Получив данное ваше послание, получив данное ваше письмо, они узнают ваш опыт, перенимают ваш опыт. И за счет этого получают много полезного от своих непрямых уже, скажем так, а косвенных учителей. И действительно, книга, бумага – это наше богатство, письменность – это наше богатство. И Аллах Субхану Тааля напоминает об этом в своем великом благе человечеству и говорит: «Аллави аллама бил калям». Аллах Он тот, который научил посредством трости. Кстати, пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал о том, что первая вещь, созданная, или одна из первых вещей, созданная Аллахом, является калям. «Аувалю ма халяк Аллаху калям». Первое, что Аллах создал, это был письменный трость. И Аллах ей сказал: «Уктуб, пиши». И та спросила: что писать? И Аллах сказал: пиши все, что будет. И по воле Аллаха Субхану Тааля, ну, если говорить нашими такими человеческими мерилами, под диктовку Всевышнего, калям, письменная трость, написала все, что будет, всю программу Вселенной заранее записала, и она хранится в сохраняемой скрижали. В это мы верим всем сердцем, всей душой. Это одна из 6 частей веры. وَآمَنْتُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. Я верю, что все предначертано, все записано, и добро и зло заранее Всевышним запланировано, и это, значит, часть нашей веры, она тоже была зафиксирована, запланирована, закодирована с помощью вот острого предмета, заостренного предмета, который называется калям. Исходя из этого аята, каждый из нас должен, если хочет иметь знания, если хочет быть полезным для себя, для окружающих, должен дружить с этим предметом, чаще больше обращаться к нему, записывать, переписывать, другим писать, и тогда он, иншаллах, будет полезен и для себя, и для окружающих. На этом 4-й аят закончился. «Аллави аллама бил калям». Он тот, который научил посредством трости. И вновь
Кстати, здесь в этом 4 аяте нет упоминания о том, кого Аллах обучил. Алляма – это переходный глагол, он имеет после себя прямое дополнение. Алляма – обучил кого-то. Ну, возникает вопрос, кого обучил? В этом аяте ответа нет. Аллах Тааля обучил и нас обучил, людей, и до нас ангелов обучал, и много-много кого других обучал, кого мы знаем, не знаем. И получается, что всех их Аллах Субхану Тааля, всех, кого обучил посредством карандаша, посредством трости. В 5 аяте Аллах говорит, уже вновь возвращаясь к человеку, как к венцу творения. Аллямаль инсана малям ялям. Он научил человека тому, чего он не знает. Человек, по сути своей, очень и очень неграмотный, очень-очень невежественный. Аллах об этом упоминает в некоторых аятах Корана, говорит: «Инналь инсана ля залумун джахул». Поистине, человек очень несправедливый, очень неграмотный. Если я не ошибаюсь, в суре Ахзаб, в одном из последних аятов, или в последнем аяте Аллах говорит: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Инна арадна аль-аманата аля ас-самавати валь-арди валь-джибали, فأشفقنا منها إن عرضنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Поистине мы предоставили аманат, доверенное, небесам, земле и горам, но они отказались взять его на себя, они испугались его. Вахамаляхаль инсан, взял на себя этот человек. Иннаху кана залума, он очень несправедливый. Иннаху кана залуман джахуля, он очень несправедливый, очень неграмотный, очень невежественный. Об этом говорит нам аят из суры Ахзаб, и об этом мы знаем из своей собственной жизни, далеко идти не надо. Конечно, мало кто помнит о себе в своем раннем детстве, но достаточно посмотреть на наших детей, достаточно посмотреть на внуков, чтобы увидеть, что человек очень неграмотный, очень невежественный. После того, как он родился, ничего не умеет, никаких у него знаний нет, никаких у него навыков нет, кроме одного рефлекса. Это он просит титьку. Он так делает младенец, когда хочет поесть. И все, больше ничего не может. Может плакать только и ротиком своим делать вот такое движение в бок, показывая, что я хочу есть. Все, больше ничего не умеет. Человек очень-очень неграмотный. Но Аллах Субхану Тааля по милости и щедрости своей научил человека тому, чему он не знает. Научил разговаривать, научил читать, научил писать, научил ткать одежду. Ну, много-много чему научил. Здесь это все невозможно перечислить. И поэтому он напоминает об этом своем благе, чтобы мы помнили, откуда все эти знания у нас, чтобы мы помнили, откуда все эти навыки у нас. И в суре Мульки, во многих других сурах и аятах Аллах говорит: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Хуа аллази джа'аля лакумус сам'a валь абсара валь афида, калилян ма ташкурун». Он вас наделил слухом, зрением и сердцем, как же мало вы его благодарите. Знания откуда идут? Есть несколько путей знаний. Один из них это вахи, то есть то, что получали пророки. Им Аллах Тааля внушал, просто прям в сердце закладывал знания. Есть знания, которые мы получаем за счет органов чувств. То есть что-то слушаем, оно запоминается, перерабатывается в нашем мозгу, а потом спускается в наше сердце. Вот об этом Аллах напоминает в суре Мульк, в суре Исра, в многих других сурах. Например, в суре Исра тоже есть такой аят:
«Хуаллади ахраджакум мин бутуни уммахатикум ля та'ламуна шай'a». Он тот, который вывел вас из чрева матерей в том положении, когда вы ничего не знали. «Ваджа'аля лакуму сам'a валь абсара валь афида калилян ма ташкурун». Он наделил вас слухом, зрением, сердцем, как же мало вы благодарите. Вот, поэтому органы чувств у нас являются тем, как бы скажем так, трансформатором или приемником, через который к нам попадают информационные волны. Либо это световые волны обрабатываются в нашем глазу, в сетчатке, потом передается в мозг, здесь тоже перерабатывается и спускается в сердце. Либо это звуковые волны, которые попадают в ушную раковину, и там тоже есть определенная система, наковальня, молоточек, нервные окончания, которые тоже передают информацию в мозг, здесь перерабатывается и спускается в сердце. И в итоге все это аккумулируется, накапливается, и потом сам человек начинает это выдавать, начинает анализировать, начинает сопоставлять, приходить к каким-то выводам. И поэтому Аллах Та'аля в этом аяте, в 5-м аяте, напоминает об этом благе. «Аллам аль-инсана ма лам я'лам». Аллах научил человека тому, чему он не знает. Все эти аяты, если подытожить, Аллах Субхану Та'аля, первые аяты Корана, первые аяты, которые получил Мухаммад, саллаллаху алейхи, побуждают нас быть благодарными Аллаху. Через эти аяты Аллах нас знакомит с собой, кто Он Аллах, как Он нас облагодетельствовал, сколько Он нам дал огромных благ, и побуждает нас читать, потому что именно через чтение человек получает знания, получает информацию, и, как мы уже сказали, что читать можно и нужно не только литературу, не только, например, Коран, или какие-то другие книги, но и окружающий весь наш мир. Это тоже большая-большая книга. В ней есть много букв, много слов, много предложений, но не каждый их умеет читать. И Кур'ан Карим своеобразный переводчик, своеобразный, ну да, можно сказать, переводчик, да, помогает нам кодировать, перекодировать вот эти знаки, которые Аллах посылает в окружающем мире. Ну вот на этом мы пришли к завершающему моменту. Успели разобрать первые 5 аятов суры Аляк. На самом деле сура по объему не такая большая, занимает всего лишь полстраницы, но имеет очень глубокий смысл, фундаментальный смысл. Эти аяты понять, конечно, мы их до конца, если честно признаться, не понимаем, поверхностно только понимаем. И каждый раз, когда мы их перечитываем, каждый раз, когда мы их сопоставляем с другими аятами Корана, с другими аятами жизни, мы еще глубже и больше их начинаем понимать. И, конечно же, любить своего Господа и остерегаться гнева Его, остерегаться немилости Его. И поэтому очень важно эти аяты вновь и вновь перечитывать. И то, что мы прочитали, то, что мы осознали, поняли, поделиться с другими, с близкими нашими, членами семьи, с коллегами, с которыми работаем, соседями, с которыми тесно общаемся. В общем, следовать нужно, не только голословно читать и понять, и жить, но и донести до других, как об этом Аллах Та'аля говорит: «Икра, читай, икра, дай прочитать другим». Барак Аллаху лана ва лакум фил Кур'анил Карим. Дай Аллах нам баракат, нам и вам в своей книге, и в наследии пророка, алейхиссалям. Ва нафани ва ияк бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хуаль гафур рахим. Воистину Он всепрощающий, всемилостивый. Просим Аллаха, чтобы Он помиловал нас над землей, под землей, день встречи с Ним. Дал нам полезное знание, опираясь на которое мы знали бы, где есть добро, где есть зло, и могли бы делать добро и остерегаться от зла, призывать к истине, к терпению, к милосердию и останавливать от
мерзких поступков явных и скрытых. Ассаляму алейкум, мира вам, до новых встреч. Иншаллах, на следующем уроке, на следующей встрече мы поговорим о второй части суры Аляк.